Эфир канала БСТ продолжает итоги недели. С вами Альбина Хайруллина. Здравствуйте. И вот ключевые темы выпуска. За отнятое детство и закалку голодом. Всю ночь стою в очереди, доходит моя очередь, и хлеб кончается. Дети войны в республике получили особый статус. Статус, подчеркиваю, очень тяжелый, людей, претерпевших невозможное страдание. Льготы, путевки и денежная выплата. Как их получить? Колбаса без мяса или с чем подают мясной клей? На этикетке про трансглютаминазу не пишут. Разглядеть фермент тоже невозможно. В республике обнаружили продукты, запрещенные трансглютаминазой. Производители и пока еще наше законодательство не регламентирует использование этого препарата. Как химичат производители, каковы последствия их опытов? Не отходя далеко от кассы, пошел за покупками, заодно и привился. Решилась, потому что рано или поздно все равно нас нагонит третья волна. Мобильные пункты вакцинации теперь и в крупных торговых центрах, что нужно иметь при себе. Под кодовым названием F1. То, что мы сейчас предлагаем, хотим предложить рынку, не предлагает ни один производитель, чтобы там регулировка, вот это все вот было, понимаете? Не для королевских гонок, а тяжелых будней колясочников уфимский студент изобрел устройство, которому нипочем российское бездорожье. Плей-офф для Салавата. Но это, конечно, тяжелый удар. Не для этого мы выходили в плей-офф, не для этого хорошо проходили трактор. В борьбе с Акбарсом не спас даже хитрый тренерский план. Это неприемлемый результат для хоккейного клуба «Салават Юлаев». Как будет выглядеть команда в следующем сезоне? Клуб ищет новых игроков. Еще 4 человека скончались в республике от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный Минздрав. Таким образом, число жертв COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 352. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 108 пациентов. Выявлено и 78 новых случаев внебольничной пневмонии. Диагноз коронавирус был диагностирован и у 33-летнего Решата Дихина, самый молодой среди глав администрации. Руководитель Аскинского района скончался в инфекционном госпитале в Зубово накануне. Свою карьеру Решат Дихин начал на нашем телеканале, вел утреннюю программу «Салям». Работал в Союзе писателей, Министерстве образования республики. В марте 2019 года занял должность руководителя администрации муниципалитета. Прощание с Решатом Дихиным состоится в понедельник. Между тем, в Башкирии вновь изменили указ о режиме повышенной готовности. Самоизоляция для пожилых старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, продлена до 31 марта включительно. В то же время ряд ограничений сняты. Так, теперь родителям дошкольников снова можно посещать детские сады. Многие из них жаловались, что не могут проводить своего ребенка и помочь ему переодеться в дошкольном учреждении. Также в школах разрешена заполняемость столовой на все 100%. Один из основных упоров в борьбе с коронавирусом сейчас сделан на вакцинации. В Башкортостане почти 90 тысяч человек уже получили оба компонента препарата Гамковид-Вак. Однако для выработки коллективного иммунитета у нас в регионе нужно привить в 20 раз больше людей. Чтобы сделать прививочную кампанию по-настоящему массовой, открывается все больше пунктов вакцинации. Теперь сделать это можно даже в некоторых торговых центрах. Все подробности у Артура Шамсуддинова. Что называется, совершить приятное с полезным. Среди модных бутиков и ресторанов неожиданно расположился прививочный кабинет, куда можно заглянуть в перерывах между покупками. Вакцинация от коронавируса проводится бесплатно и без предварительной записи. Решилась, потому что и надвигается рано или поздно все равно нас нагонит третья волна. Это видно и по Европе. Сознание подсказало, что надо. Мобильные пункты вакцинации появились сразу в 4 торговых центрах. В Уфе это Мега, Башкирия, Лайфстайл и Планета. В Стерлитамаке Ситимол. Прививки делают медики из городских больниц. После укола посетители просят полчаса подождать в специальной зоне отдыха, чтобы исключить возможные побочные эффекты, например, повышенную температуру или аллергические реакции. По словам 79-летней пенсионерки Филюзы Хабибулиной, это гораздо удобнее, чем в поликлинике. Здесь нет больших очередей и, что немаловажно, больничной атмосферы. У меня сестра 92 года сделала вторую уже. А я все-таки моложе. А сестра как себя чувствует? Она рассказывает? Отлично себя чувствует.
Все, что нужно с собой взять, это паспорт, страховой полис и СНИЛС. Ежедневно в торговых центрах смогут прививать около 100 человек. Пациент приходит, сначала регистрируется, заполняет необходимые документы, затем проходит осмотр врача, вакцинируется. Массовость и доступность – главные девизы этой прививочной кампании. Незадолго до торговых центров пункт вакцинации появился в Театре оперы и балета. Препарат получают в 2 этапа. Полностью оба укола сделали почти 90 тысяч человек. Но нужно довести эту цифру до 2 миллионов. Вот здесь у нас доктора, медсестры переодевались, и вот с этих дверей начиналась красная зона. Постепенно закрываются ковидные госпитали. Из 36 на сегодня работают 12. Остальные учреждения возвращаются к привычному режиму работы. Ну, я думаю, наверное, многие как-то отношение, наверное, может, как-то изменилось, наверное. Потому что на самом деле всякие случаи бывали, и больные умирали. Поэтому, наверное, вот это все очень близко, наверное, к себе уже воспринимали. Поэтому, думаю, каждый, наверное, сделал для себя выводы. Уфимская 8-я больница стала одним из крупнейших ковид-госпиталей в Башкортостане. Особый статус медучреждения не снимали на протяжении 11 месяцев. За это время здесь пролечили почти 7 тысяч пациентов. Провели более 600 операций. Самое сложное, наверное, было пережить смерть некоторых пациентов, к которым ты привык. Самое сложное было работать в приемном покое, когда в сутки поступало более 30-40 пациентов. Сложно было находиться в тех условиях, в которых, когда ты отдален от своей семьи. Расслабляться не стоит. Ради Хабиров призвал все ведомства и учреждения вновь усилить контроль над соблюдением антиковидных мер. Во многих странах началась 3-я волна, которая может добраться и до России. Причем, по некоторым прогнозам, уже в апреле. Артур Шамсудинов и Булат Закирьянов. Итоги недели. Ради Хабиров поручил региональному Кабмину к концу текущего года полностью восстановить рынок труда. На неделе был представлен отчет о результатах деятельности правительства в 2020-м. Год из-за пандемии был непростым, если не сказать сложным, но тем не менее удалось достичь положительных результатов по ряду показателей. В регионе удалось остановить пикирующее падение рождаемости с 11 до 1,5%. На меры социальной поддержки выделили 27 миллиардов рублей, что коснулось почти 2 миллионов граждан. Подчеркну, что мы достойно пережили это трудные времена благодаря федеральным мерам социальной поддержки семей с детьми. И мы признательны президенту страны Владимиру Владимировичу Путину за своевременную и эффективную помощь из федерального бюджета. Если в 2019 году в сферу труда и социальной защиты республики было направлено около 24 миллиардов рублей, то в прошлом году почти 42,5 миллиарда рублей. Поддержка экономики и населения – главные задачи. Одно из важнейших достижений – приток инвестиций, объем которых составил 366 миллиардов рублей. Одна из ключевых задач для правительства – дебюрократизация системы управления. Нам их удалось возвести и запустить в исключительно сжатые сроки только потому, что был изменен алгоритм принятия решений. Радикально. Процедуры, которые обычно занимают месяцы, решались в считанные часы. Кроме Москвы, только мы смогли это сделать самостоятельно. И наш опыт в той или иной форме использует 15 субъектов Российской Федерации. Несмотря на сложное время, в Башкирии решились на поддержку детей войны, прошедшие закалку голодом и лишениями, смертями близких, лишенные детства. Эти люди, наконец, получили особый статус, что дает им право претендовать на особые льготы и денежную выплату. На них могут рассчитывать те, кто родился в период с 22 июня 27 года по 3 сентября победного 45-го. С подробностями Анастасия Ильчебаева. Маму я спрашивала, почему мы не продаем картошку. Она говорила, что нам самим, бисмиллахир-рахманир-рахим, самим не хватает. И с тех ли времен, я не знаю, картошку я очень люблю.
Только сейчас можно с легкостью срезать кожуру, тогда и она была на вес золота. Такой он у нее вкус детства, к которому иногда добавлялся хлеб, нередко питались гнилыми клубнями. Лере Давлетовой было чуть больше 2 лет, когда началась война. Она, ее сестренка и братишка родились в Ленинградской области. Отца забрали на фронт, но дети его обратно так и не дождались. Буквально за несколько дней до начала блокады их успели эвакуировать к родственникам в Ульяновскую область. Также было голодно и холодно, как и в Ленинграде. Единственное, не летели бомбы. Но я до сих пор боюсь гроз, когда гром гремит и молния. Мне кажется, что это война. Помню карточки. Помню, по этим карточкам ходили за хлебом, в очередях стояли ночами. Вот я всю ночь стою в очереди, доходит моя очередь, и хлеб кончается. Дома держали козу, чье молоко они почти не пробовали. Все уходило для обмена на хлеб, и, если повезет, у соседки на кусочек курицы. Но и сейчас Лера Давлетова позволить может себе немногое. Вот последний раз мне прислали чуть не 5000. Очень дорогие коммунальные услуги. Все остальное переживем. Одежду нам уже не надо. Вот донашиваем то, что покупали, когда работали. К роскоши-то не привыкли. Ну, хлеб, молоко. Я стараюсь покупать мясо, не колбас. Здорово подорожали продукты. Это чувствуется. Вот сыры я уже не покупаю. Формально у Леры Давлетовой не было никакого официального статуса, связанного с Великой Отечественной, а потому никаких льгот и мер социальной поддержки, которыми могли пользоваться, например, ветераны или труженики тыла. И таких детей войны по республике почти 190 тысяч. Приходили домой и на ночь даже не снимали лапти. Тогда ходили в лаптях, то есть долго было разматывать эти нити, и чтобы утром не тратить время на то, чтобы одевать эту обувь, просто ложились спать в лаптях. Приходилось работать в полях, на заводах, и действительно не сравнить в какой-то степени с современными детьми. Вопрос об особом статусе детей войны обсуждался давно. Правда, узаконить его чиновники не решались. Все-таки еще одна статья расходов боялись не потянуть. Просто они не на фронте борьбы были, они были в жизни, они были в тылу и, безусловно, пострадали. Они все очень пожилые, и они очень давно его просили и ждали. В этом законе мы пока первый делаем шаг, это удостоверение. Они очень просили, чтобы была фиксация какая-то юридическая их статуса. А статус, подчеркиваю, очень тяжелый, людей, претерпевших невозможные страдания. Потому что они детьми были в это время. Для детей войны, проживающих в Башкортостане, не входящих ни в одну из льготных категорий, установят единовременную выплату за счет средств регионального бюджета. Также они будут обладать преимущественным правом на получение медицинской помощи вне очередного предоставления путевки в организации стационарного социального обслуживания. Эта поддержка очень уместна, даже немножко опоздалая, можно было немножко раньше, потому что ветераны тыла и дети войны уже уходят каждым днем. Фания Казахановна тоже очень хорошо помнит эти страшные годы. Если на фронте солдат косили пули, то в тылу голод. Стоя на подоконнике, провожала одну семью, в которой за ночь умерло 5 детей в одной семье. Хотя мы вечером играли в куклы. Ожидаемые постановления, потому что дети войны, многие ушли, покинули белый свет. Все уже в возрасте, и остается немного. И это дети войны, это общая биография нашей страны в годы войны. На груди Фании Асадуллиной медаль «Дети войны». Это лишь опознавательный знак без присвоения статуса. Теперь же он юридически закреплен. В этом году отмечается 80 лет с момента начала Великой Отечественной. Наступит день, когда уже не останется защитников Родины тех лет. И единственной ниточкой будут эти когда-то маленькие свидетели событий. Сделать их старость достойной лишь небольшая попытка отплатить за отобранное детство. Вот это тоже не забудьте написать, что вкус картошки раньше был совсем другой. Анастасия Ильчебаева, Артур Шамсудинов, Артур Ханов, Азат Ажбулатов, Родион Матвеев. Итоги недели. Ветчину с мясным клеем обнаружили на прилавках республики. Добавка запрещена на территории всего таможенного союза. Ученые не исключают, что фермент может вызывать аллергию и ряд тяжелых заболеваний. Но есть и более опасные ингредиенты. Так что должно содержаться в колбасе и как выбрать качественные продукты? Кто химичит на нашем здоровье, знает Айгуль Хатыпова. Вот наши пробы. Сейчас мы их промоем и приступим к дальнейшему анализу.
Еще недавно микробную трансглютаминазу нельзя было обнаружить даже под микроскопом. Этим без зазрения совести пользовалось большинство производителей. Но теперь ученые научились распознавать мясной клей в составе продуктов. Сначала мы пробу измельчаем, гомогенизируем на гомогенизаторе, потом взвешиваем на веску в 1 грамм, заливаем его специальным экстрагирующим буфером для выделения непосредственно трансглутаминазы. Микробная трансглютаминаза или же по-другому мясной клей помогает производителю сэкономить, например, соединить цельные куски с обрезками или животный белок с растительным. Внешне же склеенные продукты ничем не отличаются от натуральных. Многие покупатели не подозревают, что добавка со сложным названием трансглютаминаза может оказаться в их любимых продуктах – сосисках, колбасе, твороге, молоке или в булочках. На этикетке про трансглютаминазу не пишут. Разглядеть фермент тоже невозможно. Остается только потребительский обман, когда склеенный кусок мяса продают по цене целого. Для того, чтобы узнать, чем же действительно нас кормят, нужно отвезти продукты в лабораторию. Спецдобавка увеличивает количество продукта и влияет на его качество. Но химичат не только производители. В интернете сотни обучающих роликов на тему, как из остатков мяса сделать якобы дорогой деликатес. Вода, белый порошок, собственно клей и 24 часа. И из обрезков получается цельный кусок. В результате мы получили цельный кусок мяса, который можем нарезать как на стейки, либо использовать для карпаччо. Одно дело химичить так дома на кухне, другое в дорогом ресторане, где за говяжий стейк придется заплатить в среднем 1500 рублей. Такие продукты могут быть приравнены к фальсификату, ведь мясного клея нет в перечне разрешенных добавок. Производители и пока еще наше законодательство не регламентирует использование этого препарата. И вот определение трансглутаминазы у нас в России началось совсем недавно. Вопрос, насколько вредна трансглютаминаза, пока открытое вещество до конца не исследовано. Но уже есть целый ряд подтверждений того, что так называемый мясной клей может оказывать токсичное воздействие на организм человека. В некоторых случаях способен вызвать аллергию или же проблемы с кишечником. Вот уже сейчас доказано в Европе и в США, что применение микробной трансглутаминазы вместе с пшеничным белком усиливает реакцию людей, у которых есть непереносимость пшеничного белка, и способствует развитию более тяжелых осложнений. То есть осложнения, которые идут на кишечник и могут привести даже к смерти человека. Но покупателям стоит остерегаться не только мясного клея, что скрывают этикетки нынешних продуктов, где едва ли не вся таблица Менделеева. Некоторые компоненты могут быть смертельно опасны для здоровья. Эльмира Исмагилова, магистр химических наук, а теперь еще и экоблогер, на своей странице в Инстаграм разбирает буквально по молекулам, что лежит в корзине покупателя. Учит подписчиков, как избежать обмана в магазине и рассказывает, какие химикаты в продуктах способны убить человека. Например, самая популярная добавка, которую можно найти практически в составе любой колбасы, это нитрит натрия, Е250. Нитрит натрия – это вещество первого класса опасности, именно поэтому его количество очень строго регламентируется ВОЗ, как в питании человека, так и для производителей. Любые современные колбасы – это продукт многоступенчатой химической переработки, и ежедневное их употребление в больших объемах может привести к плохим последствиям и различным болезням. Врачи рекомендуют готовить всю пищу и особенно продукты мясопереработки в домашних условиях. В интернете можно найти множество рецептов. Всего-то и нужно немного времени, качественные ингредиенты и желание питаться правильно. Ведь колбаса или здоровье каждый выбирает для себя сам. Айгуль Хатыпова, Азат Жбуатов и Роман Мукуфа. Итоги недели. В Республиканском перинатальном центре врачи спасли молодую маму и ее ребенка. У женщины произошло вырастание плаценты в матку, но медики сумели провести кесарево сечение и сохранить не только жизнь малыша, но и детородный орган. Врачи использовали методику, которую ранее не применяли и, по сути, сотворили чудо. Подробности у Эмиля Басареева. Какой спокойный человечек у нас. Ну да, перед вами. Понятно. Да. Чувствуете, видимо, да? С кем встретился? Он первый, кто увидел его не на экране аппарата УЗИ, а вживую. Руслан Гарифуллин помог малышу появиться на свет. Пока ребенка готовят к выписке, за дверью волнуется папа. Жену он не видел уже месяц, а на сына и вовсе посмотрит впервые. Ну вот, скажи, мы готовы уже.
Домой. Жизнь малыша и его мамы были под угрозой. Регину Шайгарданову доставили в перинатальный центр на сохранение из города Октябрьского. Врачи обнаружили патологию. Плацента вросла в матку. Роженица могла потерять много крови. Методика заключается как раз в ограничении кровопотери путем перекрытия сосудов, снабжающих кровью матку. Путем раздутия там специальных баллонов, которые вводятся через бедренные артерии. Минимальное воздействие на ткани, перекрываем кровоток изнутри. То есть, в принципе, конечно, и вопрос реабилитации, и вопрос восстановления после операции, он, можно сказать, более легкий. Кровоснабжение в матке на время приостанавливается, что дает возможность хирургам для проведения кесарево сечения без кровотечения. В перинатальном центре такую операцию провели впервые. На сегодняшний день во всем мире имеется рост этой патологии. Это связано с травматизацией, будем говорить, полости матки. Это и частые аборты, в том числе родоразрешение операции кесарево сечения. Во всем мире имеется рост операций кесарево сечения. Раньше врачам приходилось прибегать к радикальным методам – удалению матки. После же такой операции женщина может стать мамой еще раз. Держите, долгожданное ваше чудо, пусть растет большим, счастливым. Взяв сына на руки, счастливый папа уже не мог отвести глаз. С именем новоиспеченные родители уже определились. Больше, да, честь деда, наверное. Айрата деда звали так. Мы там немножко поиграли, так Амиром звали деда, а мы сына назвали Амирхан, долгожданный ребенок. Слава богу, мы доверились врачам, и все прошло удачно. Подобную операцию врачи успели провести еще одной роженице. Она тоже успешно выписалась и отправилась домой. И вполне возможно, что благодаря врачам они смогут вернуться сюда вновь. Эмиль Басареев, Анастасия Ильчебаева, Роберт Давлетбердин. Итоги недели. Уфа. А теперь о других событиях, без которых картина недели была бы неполной. Новости короткой строкой от Руслана Батыргареева. Упавший с 12-го этажа пятилетний мальчик идет на поправку. По данным Минздрава, ребенок разговаривает и уже начал самостоятельно есть, но пока остается в реанимации. Инцидент произошел в многоквартирном доме по улице Энтузиастов в Уфе. Ребенка оставили одного в комнате. Мальчик залез на подоконник, открыл окно и, не удержавшись, сорвался вниз. Падение смягчил снежный покров, однако ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу. Следственный комитет организовал проверку. В крайне тяжелом состоянии в реанимацию поступили и 3 школьников из Зауралья. Дети ехали на уроки. Массовое ДТП произошло в Зилаирском районе на автодороге Юлдыбаева-Акьярсара. 46-летний местный житель за рулем ВАЗовской «десятки» при выезде на главную дорогу не уступил грузовику ГАЗ и столкнулся с ним. Всех 5 школьников госпитализировали. Это ученики 5-8 классов. Известно, что за рулем находился отец одного из пострадавших. Сейчас ведется разбирательство. На Уфимке спасатели собрали более 2 тонн нефтепродукта. Работы по сбору маслянистой эмульсии, обнаруженные в акватории реки 14 марта, продолжались на этой неделе. Силами поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты города были установлены 2 линии боновых ограждений. Загрязненную поверхность покрывали сорбентом и собирали. Уже выловили более 2000 литров водной эмульсии. Специалисты проводят постоянную очистку ливневой канализационной трубы, из которой нефтепродукт попал в водоем. По заключению специалистов, угрозы для жизни и здоровья людей нет. Вскрытие рек ожидается в середине апреля. В республике половодье в этом году должно пройти без негативных сюрпризов. Максимальный уровень Белой ожидается в пределах средних многолетних значений. Об этом заявили во время заседания комиссии по предупреждению ЧС в правительстве. Все же подготовка к паводку в Башкортостане проводится с учетом наихудшего сценария, при котором в зоне подтопления могут оказаться более 257 населенных пунктов. В готовности к реагированию находится более 20 тысяч человек и свыше 5000 плавсредств. Приручила волчицу. Вот уже 10 месяцев Кира, как ее назвала хозяйка, живет в обычной уфимской квартире и неплохо ладит не только с людьми, но и с кошками. В свой дом уфимка Алида Насырова взяла дикого зверя, когда ему было всего 28 дней. Маленького волчонка девушка привезла из приюта в Челябинской области, который занимается их социализацией и разведением гибридов. Мама Киры – чистокровная волчица, отец – наполовину маламут.
Ну и вот, кстати, о диких животных на диване. Сразу после итогов недели в эфир нашего телеканала выходит специальный репортаж Эмиля Тимашева «Ласковый зверь». И вот о чем пойдет речь. Кто и как в Башкирии помогает диким животным, которые оказались в беде? Это инвалид со сломанным позвоночником. Позвоночник реабилитировали, было новообразование на шее. Царь зверей в Кушнаренковском районе республики. Как живет домашний лев и почему неравнодушен к журналистам? Ну вот где еще в наших краях встретишь такую красоту? А тут, пожалуйста. С прошлого года в России запрещено держать в домах и квартирах диких зверей. Что делать тем, кто завел их раньше, и кто вынужден строить им новый дом? Смотрите сегодня в специальном репортаже на телеканале БСТ. На собственном опыте студент-колясочник Уфимского государственного нефтяного технического университета Нихроп Назаров собирает прототип уникального инвалидного кресла с рабочим названием F1. Чертежи пока даже не показывают. Схожесть модели с королевскими гонками не случайна. Легкая и прочная конструкция позволит людям с ограниченными возможностями здоровья вести активный образ жизни и справляться с коляской даже в условиях российского бездорожья. Мой коллега Азат Садриев познакомился с изобретателем. Нихроп Назаров профессионально занимался борьбой, но после неудачного падения на соревнованиях и перелома шейных позвонков вся его жизнь превратилась в борьбу с самим собой. Парень решил во что бы то ни стало снова встать на ноги, и успехи уже есть. Но все же пока передвигаться ему приходится на инвалидном кресле. Именно поэтому он решил сконструировать максимально удобную и функциональную коляску. 3 года я ездил там на огромной такой неудобной коляске. И только после этого, получается, мне как бы дали вот эту коляску. Ну, я на этой поездил тоже. Ну, вот с 2018 года я начал копаться вот под этих производителей. Кто производит, как производит. Но то, что мы сейчас предлагаем, хотим предложить рынку, такого, сами можете посмотреть. Этих колясок не предлагает ни один производитель, чтобы там регулировка, вот это все вот было, понимаете? Коляска из дюраля с ортопедическим посадочным местом сможет подстраиваться под любого человека. У изделия будет множество регулировок, в том числе и по высоте ручек. Кресло можно сложить при транспортировке. Его вес составит всего 11 килограмм. Знакомые конструкторы помогли Михробу подготовить чертежи. Так как я ни разу не сталкивался вообще, в принципе, с колясками, то есть у меня немножко другой профиль, мы экранные манипуляторы делаем. Естественно, для меня это было что-то новое. Михроб постоянно идеи какие-то подкидывает. А сколько времени ушло на чертеж, на окончательный? На весь этот проект, наверное, месяца 2 в общем. Нас попросили не снимать крупно чертежи, чтобы ими не воспользовались конкуренты. Коляска F1 должна произвести на рынке настоящий фурор, уверены изобретатели. Окончательная стоимость пока неизвестна. Цена европейских аналогов колеблется от 200 до 300 тысяч рублей. На тестовый экземпляр студенты собрали средства сами. В самое ближайшее время оформим эту заявку через конкурс лидерских проектов ОВНТУ, для того, чтобы помочь им с точки зрения приобретения оборудования, расходников, вот этих материалов. Наверное, попробуем обратиться к нашим выпускникам, спонсорам, тоже поищем, коллегам объясним, с просьбой помочь, когда прототип уже будет готов, стараемся помочь с точки зрения максимально оперативного запуска в серию. Навстречу студентам пошел не только нефтяной университет, но и Ишимбайский машиностроительный завод. Первый образец сейчас собирают на его площадках. В том, что он получил серьезную спортивную травму, Михроб никого не винит. Наоборот, считает, что так было суждено. Ведь именно этот случай позволил ему на себе испытать все неудобства обычной инвалидной коляски и создать то, о чем так долго просили люди с ограниченными возможностями здоровья. К испытанию первого прототипа студент приступит в конце апреля. Азат Садриев, Азамат Мухамедшин. Итоги недели. Уфа. Салават Юлаев выбыл из борьбы за Кубок Гагарина. Уфимская команда в полуфинале плей-офф Восточной конференции уступила казанскому Акбарсу со счетом 0-4. Руководители клуба уже признали этот результат неприемлемым, однако болельщики называют это не иначе как позором. Впервые в истории КХЛ Салават Юлаев не сумел выиграть в серии плей-офф хотя бы один матч. А вот лучшая тройка лиги не смогла забросить ни одной шайбы. Александр Усманов подведет итоги сезона для уфимцев.
Для того, чтобы вернуться в серию с Акбарсом, Салавату нужно было совершить небольшое чудо. Обыграть казанцев 4 раза подряд — задача из разряда почти невыполнимых. Но огромная армия болельщиков верила в юлаевцев. Сегодня последний матч сезона. В Уфе? В принципе. Не, ну хотелось бы, чтобы не последний, конечно, да, хотелось бы выиграть. Сегодня последний матч сезона или нет? Нет, конечно. Почему? Ну, мы верим в команду, и все будет хорошо. Сегодня последний матч сезона? Нет. Почему? В Казань еще поедем. Тренерский штаб уфимцев на 4-ю игру серии придумал хитрый план. В стартовый протокол хозяева внесли привычные составы пятерок, а на деле перемешали все до неузнаваемости. Томми Ламса разбил даже ведущую финскую тройку нападения. Хартиканин вышел во втором звене, а его место занял Плет. Но несмотря на это, пробить Рейдеборна команда Ламсы не могла. Во втором периоде преимущество хозяев только росло. В ворота Акбарса, казалось, скоро влетит первая шайба. Но это впечатление было обманчивым. Казанцы перестали играть в энергосберегающем режиме и дважды поразили ворота Салавата. Такое ощущение, что Салавату не хватает именно резервов и ресурсов. Акбарс берет за счет качественной игры, за счет напора, за счет давления, постоянно работает с наложением звеньев. Мы пока это не видим у Салавата. Когда в начале третьего периода Станислав Галиев забросил третью шайбу, многие уфимские болельщики потянулись к выходу, и совершенно зря. За 6 минут до конца хозяева пошли ва-банк. Тарасов уступил место на площадке 6-му полевому игроку. Салават почти не менял своих лидеров, которые пытались реализовать 6-5. Уфимские игроки смогли сделать это дважды, но одного из самых ярких возвращений в истории КХЛ не случилось. Казанцы отбились в концовке и одержали победу в игре и серии. Лучшая тройка регулярного чемпионата Гранлунд, Манинин, Хартиканин так и не смогла забить ни одного гола в серии против казанской команды. Но это, конечно, тяжелый удар. Не для этого мы выходили в плей-офф, не для этого хорошо проходили трактор. Большая загадка для меня, что такого придумали казанцы, как они смогли выключить лучшую тройку нападений континентальной хоккейной лиги. Салават Юлаев впервые в истории лиги уступил в серии плей-офф с сухим счетом. После заключительной игры с Акбарсом хоккеисты обратились к самым активным болельщикам команды со словами благодарности. Спустя 2 дня вышли к журналистам и руководители Салавата. Александр Курносов, Василий Чижов и Томми Ламса больше часа отвечали на вопросы. Это неприемлемый результат для хоккейного клуба Салават Юлаев, я согласен. Но говорить, что это катастрофа, я бы не использовал данный термин. Несмотря на разгромное поражение, главный тренер Салавата не считает сезон провальным. По мнению Томми Ламса, уфимцы сделали шаг вперед, как организация в целом. В будущем сезоне, на который у финского специалиста уже есть контракт, тренерский штаб должен улучшить взаимодействие второй и третьей тройки для эффективности игры в атаке. Мы говорили о тренировочном процессе, жизни команды. Вертикаль стала лучше, Талпар, Тарос. За год не просто создать что-то новое. За 2-3 года мы сделаем более качественную работу, и клуб станет сильнее. Нам нужно двигаться в этом направлении. Многих волнует, как будет выглядеть команда в следующем сезоне. У 15 игроков основного состава 30 апреля нынешнего года заканчиваются контракты. В этом списке лидеры клуба: Кадейкин, Манинин, Жарков, Науменков и другие. Любая позиция в клубе требует усиления в данный момент, я думаю, потому что после проигрыша от Акбарса во втором раунде, безусловно, мы будем искать игроков для того, чтобы усилить какие-то направления и точки. Салавату Юлаеву нужно провести серьезную работу над ошибками, для того, чтобы таких поражений больше не случалось. Александр Усманов, итоги недели. Уфа. Такой выдалась уходящая неделя. Спасибо, что были с нами. Прямо сейчас специальный репортаж Эмиля Тимашева. Речь пойдет о диких зверях, которые живут дома. До встречи в эфире.